Посмотрим, как у нас состояние по мерам профилактики на объектах. Я не случайно сказала, что почему-то за прошедшую неделю у нас процент нарушителей возрос. Брифинг, который сейчас Управление Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения проводят по пятницам, был богат на новости. Пожалуй, главное, сегодня в республике начали готовиться снять некоторые ограничения. Ситуацию все-таки еще будем смотреть. По темпам вакцинации тоже будем мониторировать. Вакцины дополнительно объема приходят, поэтому все в совокупности. Я думаю, что где-то в начале апреля уже можно будет прийти к какому-то решению. И, соответственно, наши предложения по снятию тех или иных ограничений, либо смягчению ограничений, конечно же, мы направим в правительство республики. Третьей волны коронавируса, которую анонсировали в Европе, Татарстан не ждет. Однако прирост заболеваемости, по словам Любови Авдониной, можно ожидать в сентябре, когда снова появятся сезонные заболевания ОРВИ, грипп. Впрочем, ни одного случая гриппа в республике не зафиксировано. Сегодня специалисты напомнили, те, кто переболел ковидом летом прошлого года, уже могут привиться, антитела на исходе. Сейчас с вами находимся фактически на стыке того времени, когда иммунитет у тех людей, который был при первичном взлете заболеваемости от ковида, этот иммунитет подходит к концу. Иммунитет длится 6-8 месяцев. Сегодня мы говорим, что если болезнь была 6-7 месяцев назад, то да, здесь уже вакцинироваться можно. Как сообщил Владимир Жаворонков, в Татарстане ждут большую партию вакцины «Эпивак Короны». Именно ею накануне привился муфтий республики Камиль Хазрат Самигуллин. Как оказалось, это были остатки после клинических исследований. Есть определенный процент этого запаса, и вот этот процент был использован. Там действительно единичные вакцины были. В отношении муфтия «Эпивак» поступит еще раз в самое ближайшее время и уже будет доступно нашему населению. Минздраве ответили на вопрос, почему при уменьшении количества заболевших увеличилась доля госпитализированных. По словам Владимира Жаворонкова, это не связано с увеличением тяжелых случаев. Она не меняется уже 2 месяца. Госпитализация зависит от состояния пациента. Нафиса Минязова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.